В 18 километрах от Сухума в селе Дранда на правом берегу реки Кодор расположен древний христианский храм. Он стоит на холмистой равнине, ограниченной с востока и запада обрывами. Сейчас очень много стало сюда приезжать паломников, которые хотят увидеть этот храм, поклониться этому храму. И каждый из них восхищен, просто удивлен тем, что такой древности храм сегодня почти сохранился, целиком почти сохранился в Абхазии. Вот один из паломников сказал такую вещь, говорит: я был во многих странах мира и видел храмы, древние византийские храмы, но я знал, что, говорит, такие храмы были в древности, но я нигде не видел, чтобы они сохранились до нашего времени. Стены храма возведены из кирпича больших размеров и камней валунов. В плане здание имеет вид креста, центр которого представляет собой круг, являющийся проекцией купола. Его уникальность и своеобразие заключается в его архитектурных особенностях. Дело в том, что в ранний период в Абхазии мы встречаем базиликальные постройки, то есть постройки без куполов, тем куполам, к которым мы привыкли, когда видим христианские храмы. Все купольные храмы в Абхазии, они крестово-купольные, куполь держится на столбах, внутренних 4 столбах. Здесь же мы видим, что купол всецело держится на сводах храма, раз. Во-вторых, такого большого купола не имеет ни один храм в Абхазии. Большая часть храмов, практически все храмы в Абхазии, они выложены из камня, из известнякового камня. Ну, там разные архитектурные есть способы выкладки этого камня, но здесь мы встречаем кирпич, византийский кирпич. Он встречается частично и в других храмах, например, в основании Пицунского собора, но тем не менее, чтобы всецело из кирпича был выстроен храм VI века, это вот Дранский храм. У Дранского храма внутри есть особенности, которые мы не встречаем нигде в Абхазии. Вот называют иногда мартирии. Да? Вот, внутри храма вы видите, что, ну так, если для современного человека говорить, что-то вроде часовни внутри самого храма. Да? Вот несколько таких, 2 в данном случае мы здесь имеем. Это тоже одна из особенностей этого храма. Мы сейчас пройдем в западную часть храма, то, что называется нортексом. В древности придворы храма, византийских храмов, к сожалению, в наше время это утеряно функциональное значение придворов, но в древности придворы несли серьезную нагрузку, связанную и с богослужебной частью, и вообще с функционированием самого храма. В данном случае здесь в придворе совершалось крещение, о чем свидетельствует вот сохранившаяся каменная купель. Почему в Дранском храме Абхазии, в отличие от других храмов, купель встроена в пол? Такие купели в Абхазии встречаются. Они есть у нас и внутри храма в Цандрипшах. Такая же купель у нас встречается и в районе Цабельди, где вот эти Нагорные церкви. Причем все эти купели датируются одним временем, то есть VI веком. А VI век, история нам говорит, что VI век как раз есть период окончательной христианизации
древнеабхазских племен, которые проживали здесь, в Абхазии. Апсилов, абазгов, мессемян, санигов. В средние века Дранда была резиденцией епископа, церковная власть которого распространилась на территорию между рекой Кодор и Анакапией. Собор в те времена процветал. Ему принадлежало много земли, здесь велась широкая торговля лесом и скотом. Храм был кафедрой епископа. В церковной иерархии епископ занимал высокое положение. Собственно говоря, глава церкви есть епископ. Во времена Юстиниана, историк времен Юстиниана, Прокопий Кесарийский, известный его фрагмент, который очень часто используется в истории, он стал достаточно уже хрестоматийным. В нем сообщается о том, что Юстиниан Великий прислал евнуха Абазга Ефрата и построил храм Богородицы в Абхазии. На этот храм сегодня претендует более 6 храмов. Разные ученые по-разному подходят к этой проблематике, но главным образом это Пицунда претендует, Анакапия, Цандрипш, в том числе и Дранда. В Драндах возникает епископская, даже архиепископская кафедра. Ранг этой кафедры, значимость этой кафедры мы можем судить по спискам перечня константинопольских епархий. Они известны в науке, так называемый Натитим епископатум, то есть перечень епархий, в которых эта кафедра Севастопольская упоминается под 34 номером. Для сравнения приведу, что в конце X века в тех же перечнях российская митрополия будет где-то на 100-м номере. У нас есть сведения XVII века, например, Арканджело Ламберти, католический монах-миссионер, который описал, знаменитое его описание. В ней он говорит, что в ведении Абхазской церкви 12 кафедр всего епископских, и 6 из них превращены в монастыри, а вот 6 остаются пока значимыми как архиерейские кафедры. И среди них первое место занимает Дранда. Однако в абхазской научной среде бытует и другое мнение по поводу наличия архиепископской кафедры в Дранском соборе. Я думаю, будет время, когда будет найден сам епископский храм, который по спискам Нотития Епископатум, там списки кафедр, которые составлялись в Константинополе в VII и IX веках. Там, значит, почему-то отсутствует Дранский храм. Но я думаю, что это может быть и случайно, может быть не случайно. Я лично, мое мнение, что это храм выстроен действительно юстинианом, но не как центр Севастопольской епархии, епископии, а как центр Абазгии, о котором, собственно, Прокопий, такой историк и историк архитектуры, писал о постройках Юстиниана. Он говорит, что Юстиниан построил храм для абазгов, посвященный Богоматери. Я думаю, что это именно и есть тот храм. Я даже уверена в этом. Однако могущество Дранского епископата было подорвано турецкой колонизацией. В XVII веке турки стали интенсивно распространять в Абхазии мусульманскую религию. Дранский собор был разграблен и полуразрушен. Этот храм перенес те же невзгоды, что и, собственно говоря, история, сама Абхазия. То есть политические изменения, войны и так далее, нашествия, пленения, разрушения, все это имело место и здесь. Конечно, что-то наверняка большей частью все было в качестве трофея увезено. Например, в 1637 году этот храм разграбили турки. Тогда, наверняка, тогда большая часть как раз
его святынь, ценностей и культурных ценностей в том числе исчезла. Любитель древности Саблин, посетив Дранды в середине XIX века, напишет такие строчки. Невольно удивляешься прочности его кирпичных стен и сводов. Алтарь был отделен 6 мраморными колоннами. Купол был освещен 16 окнами. В них прежде были разноцветные вызолоченные стекла. Окна снаружи отделаны мрамором с рельефом и украшениями изящной работы. Внутренность храма расписана фресками, картинами священной истории и образами святых. Лучше прочих сохранились образ Спасителя в куполе и картина Благовещения, где Матерь Божья изображена стоящей на коленях. Внутри храма находятся 2 мраморные гробницы. Византия старалась внедрить христианство во многих регионах, и не просто маленькими церквушками, там, баптистериями, мартеями, а вот такими величественными храмами, которые даже на психику человека действуют. И потом, по-видимому, здесь были какие-то свои святые. Царское правительство, стремившееся укрепить свою власть в Абхазии при помощи церкви, в 1869 году отпустило на реставрацию Дранского собора средства, в результате чего был сильно изменен первоначальный вид храма. Северные и южные двери заменили окнами, иконостас сделали деревянным, пол настлали из кирпича. Через 2 года возобновилась церковная служба. Однако во время русско-турецкой войны храм снова был разрушен. На нем написали в связи с тем, что изучалась грузинская архитектура. И, как правило, это относилось сооружение к типу храмов джварских. Вы знаете, Джвари, знаменитый крестово-купольный храм около Тбилиси, Мцхета. На самом деле это все запутывало, потому что это совершенно другая модель, совсем другая. Ну, единственное то, что крестово-купольная. Но постольку, что она находится на территории Абхазии, она, конечно, не устраивала как-то грузинских искусствоведов. Вот там рядом с храмом как раз была найдена вот эта голова. Она даже сохранила красную краску, которая употреблялась в таких вот фасадных украшениях как раз в V веке, начале VI. В 1883 году монахи, прибывшие из Афонской обители в Греции, основали в Дранде мужской монастырь. Это был расцвет Дранской обители. Она владела виноградниками, огородами, имела собственные сенокосы и пастбища. Монастырю принадлежали подворья в Сухуми, Новороссийске, Краснодаре, Ейске. Когда в Абхазию приехали монахи с греческого Афона, чтобы найти место для новой обители, в руках у них было письмо архимандрита Макария, в котором говорилось: «Обратите ваше внимание на Дранда и употребите все ваше старание, чтобы оно принадлежало Афону, ибо нет лучшего по плодородности, климату, воде, лесу, винограду, рыбной ловле места в Абхазии».
Его основали двое монахов, прибывшие со старого Афона, так же, как и новый Афонский монастырь. Они здесь начали жизнедеятельность этого собора. Самим вначале им приходилось жить даже в самом соборе. Но в конце 19-го, в начале 20 века монастырь стал огромным. В Абхазии, по сути дела, он был вторым крупным мужским монастырем. У монастыря было огромное количество построек, вот часть из них мы здесь до сих пор остатки вот видим. Это 4 братских корпуса, была гостиница для паломников, большая колокольня, несколько храмов помимо древнего собора. Хозяйственная деятельность, здесь были, как, к сожалению, не сохранились, оливковые плантации, фруктовые сады, своя пасека, свои огороды. То есть он вел большую хозяйственную деятельность. Причем монастырь имел свою типографию. Публиковал сам монастырь публиковал книги. У нас в Церковно-историческом музее при Новоафонском духовном училище есть несколько изданий этого монастыря. Помимо этого у него была шикарная библиотека, и на территории монастыря располагалось училище. В этом училище обучались дети-абхазцы. Училище, ранг училища, то есть это сегодняшняя среднеобразовательная школа. В том числе многие видные деятели искусства и политические деятели Абхазии заканчивали эту школу. Например, наш основатель, драматург Абхазского театра Самсон Чанба заканчивал в свое время эту дранскую церковно-монастырскую школу. В начале XX века была изменена снаружи форма купола. Он был приподнят и обработан на манер русских церквей. Собор оштукатурили и побелили. И во время расчистки верха крыш вдруг обнаружили, что, оказывается, в своды были заложены амфоры, раннесредневековые амфоры. Их достали около 30 штук, но осталось еще очень много. Они там были заложены вот в таком виде, чтобы, значит, когда будут дождь, или что-то, чтобы не затекало и не утяжеляло амфоры. Ну вот это очень интересно, амфоры. Все они не использованы, хотя некоторые пишут, что это вторичное использование, но это неправда. Они не использовались, просто забирались, где, видимо, что-то было перевезено один раз, и все закладывали туда вот в эти... для уменьшения распора куполов, чтобы не разрушилось. Это вот как случилось в Константинополе. Первый купол там же разрушился, обвалился, потом заново отстраивали его. Вот это очень интересно, очень красивые, изящные амфоры, так называемые каблучковые. Но они тоже разного времени, 4 до 6, и датирующим их каблучковая вот эта нижняя часть. Все они покрыты бороздками, это характерная черта раннего Средневековья. Изящные ручки такие очень. И изготовлены они из, конечно, не местной глины, с блестками слюды. Дранскому монастырю принадлежат пещеры и подземные ходы. У края холма под собором со стороны реки Малый Кодор расположен вход в подземелье. Подземный ход представляет собой темный коридор с нишами в стенах. Один из ходов ведет в здание собора. К сожалению, эта пещера с точки зрения археологии, вообще истории, очень мало изучена. И вокруг него всегда в простонародье и в наше время, и в древности было очень много мифов, разного рода мифов. Я не думаю, что это какое-то серьезное отношение к этому имеет, но полагаю, что, видимо, учитывая древность самого собора, древность самого монастыря, пещеры использовались, может быть, и даже и в политических, и во время военных событий, и непосредственно церковных. О последнем факторе говорит то, что даже в XIX веке, когда монастырь возродился заново, здесь в пещерах устроен был храм. Вот внутри, мы сейчас находимся внутри этих пещер. И здесь даже при входе видно, что разные направления, которые, видимо, несли разные функциональные значения, что в дальнейшем требует, конечно,
более серьезной проработки, потому что, собственно говоря, я ничего пока в этой области специально изученных каких-то материалов нигде не встречал. Там, видимо, был какой-то город, было много развалин, о которых писал такой известный краевед Юрченко. Здесь был, когда-то он был даже директором первой горской школы. Вот там есть подземные ходы. Не помню в литературе, где я читала, что там в этих подземных, 2 подземных хода даже есть, которые выводят к Кодору. И в одном из них пещеры заполнены кольчугами и вооружением. Вообще славилась Абхазия кольчугами. Даже в XIX веке писали об этом, но почему-то наши пишут все, что кольчуги здесь и вообще вооружения были не такого качества, как на Северном Кавказе. Вот есть такой Клопрот, который пишет, что лучшие кольчуги изготавливались в Абхазии, даже в XIX веке. После установления советской власти монастырские земли были переданы колхозам, а жилые помещения монастыря предоставлены под административные учреждения. Он был закрыт, часть монастыря была превращена в тюрьму. Вот за моей спиной находится как раз одно из зданий. Это не просто бывшее монастырское здание, жилое или хозяйственное, это храм. Второй храм монастырский, построенный в конце 19-го, начале 20 века, и сейчас там располагается тюрьма. Остальные корпуса монастырские были заняты под детскую зону. То есть здесь для трудных детей был большой интернат. Они построили еще дополнительно один корпус большой. Все остальные монастырские здания были оборудованы, переоборудованы для этого, для тех, кто здесь содержался. Конечно, не только, наверное, с точки зрения христианства, церкви, вообще понимания святости и святыни, но вообще, наверное, с точки зрения просто человеческой. Эти вещи несовместимы. Храм, монастырские кельи и тюрьма. Величественное сооружение VI века, Дранский собор, потрясает наше воображение своей грандиозностью замысла. К сожалению, он мало изучен. Быть может, при серьезном исследовании он еще раскроет нам свои неизведанные тайны.